Здравствуйте, меня зовут Ирина Дьяконова. Я преподаватель мультипликационной студии «Чудеса кино». Сегодня я предлагаю вам сделать вот такую замечательную сувенирную куклу. Для этого нам необходимо пластиковую бутылку любого размера, у нас 2-литровая, краски гуашь, кисточка, ножницы и пластилин. Для начала мы возьмем нашу бутылку и срезаем верхнюю часть бутылки. Это будет основа нашей куклы. Затем берем пластилин. Пластилин очень твердый, и детям будет не очень удобно работать. Поэтому пластилин необходимо опустить в теплую воду и подержать там его минут 5. После того, как пластилин стал более эластичный, мы его наносим на нашу бутылку. Растягивая пластилин, мы его прижимаем к основе нашей. Вода помогает нам сглаживать неровности. Можно использованный пластилин использовать. Если у вас нет родного цвета, ничего страшного. В последнее время пластилин выпускает очень маленькими кусочками. Поэтому и будет разноцветный. Слой примерно 2 миллиметра. Но чтобы совсем прозрачный, тоже не надо. 2 миллиметра достаточно будет. Так, закрываю полностью. И крышку тоже. Прямо растягивая пластилин по всей поверхности бутылки. Все неровности сглаживаем. Тут задействованы кончики пальцев. Можно использовать легкий пластилин, но с ним работать при растягивании намного сложнее, чем с таким пластилином. Его нужно сначала раскатывать, потом накладывать сверху. Вот у нас эта юбка основа нашей куклы. Теперь приступим к изготовлению головы. Для этого берем целый кусок, катаем базовый лимон-шар и вставляем его в наши куклы. Так, голова есть? Так. Теперь мы делаем руки. Для этого нам нужно основной элемент 5 шар, с него скатываем колбаску. Примазываем дальше. Растягиваем пластину. Теперь оформляем корону. Для этого сначала скатываем шар. Примерно с середины начинаем делать защиту. Вот так вот оттягиваем пластилин. Получилось? Корона. Кокошник. Так. Теперь мы приступаем к оформлению нашей юбки. Для этого скатываем шар, затем колбаску. И так же, как с кокошником, делаем защиту.
прищипываем по всей длине нашей колбаски. Если есть лишнее, убираем. Слегка придавливая, прижимая к основе нашей юбки. Так, теперь мы начинаем оформлять наши рукава. Так. Кисти рук мы делаем в форме шара и надрезаем ножницами пальцы и прилепляем. Похоже уже? Ну, она другая. Должно быть похоже. Так, руки опустим. Сейчас я предлагаю нашей кукле сделать фартук. Так, опять основной элемент. Шар, из него лепешка. Ой. Так, берем ножницы, срезаем края. Ножницы даем ребенку только под присмотром родителей. Так. Ножницы желательно использовать с тупыми концами, чтобы ребенок себя не смог поранить. Так, фартук слегка прижимаем и примазываем. Маленько его заглаживаем руками. Так, можно его оформить. Середину выщипываем, вытягиваем после и лишнего убираем. Так, придавить большими пальцами. Ну вот, можно добавить челку, а можно ее потом будет нарисовать. Ну, мы давайте добавим ее из пластилина. Для этого все перегрели пластилин. Ну вот, первый этап. Приступаем ко второму этапу. Он заключается в покраске нашей куклы. Можно использовать акриловую краску или гуашь. Так, используем как можно меньше воды. Больше краски, меньше воды. Почему? Потому что краска на пластилине маленько скатывается. Да, покрываем белым цветом, обязательно белым цветом, чтобы придать, ну, этому грунту называется грунтовка. Мы начинаем грунтовать для того, чтобы нанести потом краску, чтобы цвета были более яркие и насыщенные. Основательно закрашиваем, прокрашиваем каждую деталь, каждую щелку. Слегка смачиваем, слегка только смачиваем. Приступаем к раскрашиванию нашей куклы. Для этого мы возьмем также гуашь и начнем с кокошника. Раскрашивать будем по мотивам дымковской росписи. При высыхании гуашь становится матовой.
Если мы раскроем акриловую лаком, да, смотрите, акриловая лака блеск. Вот это у нас кокошник. Обычно кокошник от задней части головы, когда мы полностью раскрашиваем красный цвет. Красный. И нижний волан тоже сделать красный. Сейчас мы будем раскрашивать легко. Так, чтобы краска была насыщенная в любой цвет, основной добавляем белый цвет. Так, сейчас мы добавляем нашу клетку, шары, маленькие точечки ставим. Если вы хотите раскрасить своей кукле лицо, тогда мы используем палитру, берем белый цвет, немного красного, капельку и капельку желтого. Смешиваем, получается телесный цвет и раскрашиваем наше лицо. Так. Также мы раскрасим наши руки. Каждый пальчик прокрашиваем на груди. Для яркости можно еще добавить зеленого цвета, да? Маленько желтый смешаю с зеленым, чтобы цвет был более ярким и насыщенным. И добавим полоску. С помощью точек рисуем волосы нашей куклы. Кончиком кисточки только. Маленько цвета. И украшаем штрихами. При полном высыхании нашего лица нарисуем нашей кукле лицо. Так, ну а теперь аккуратно рисуем наши глаза. Чернобровым. Сначала ставим точки. Руку дорисуем черный. Отрисовываем рот. Ой, какой страшный вид получился. Катя, дай тряпку, пожалуйста. Если вот потекла кукла, то можно в любое время взять тряпку, вытереть и дорисовать. Ну и слегка палочкой кушнусь. Наша кукла готова. Мы расписали ее дымковской росписью. Такая сувенирная кукла займет достойное место среди ваших сувениров. С вами была Ирина Дьяконова. До свидания.